Иван Грозный, Жорж Милославский и Тимофеев со своей «Машиной времени». Пьесу, ставшей народно обожаемой после легендарной экранизации Леонида Гайдая, поставили на сцене Русского академического театра. Показать историю в авторском прочтении, при этом не отходить от классических канонов. Такую задачу поставили перед собой режиссер-постановщик Казбек Джеллиев и руководство театра. Мне кажется, зрителю понравится. Я очень рад, что мы поставили Булгакова, потому что Булгаков не чужое имя для Осетии, особенно для русского театра. Все-таки человек работал в театре заведующим литературной частью театра. Поэтому Булгаков, он не так прост, как кажется, и не так проста пьеса, как кажется. Полгода подготовки, тщательная проработка каждого героя. Передать характер и настрой очень важно. На репетициях отрабатывали каждую деталь. Персонажи дополняют колоритные костюмы из разных исторических эпох. Особую атмосферу создают яркие декорации и эффекты. Классика – это есть классика. И я жду, что, во-первых, этот спектакль будет совершенно другой, не похожий на фильм, будет лучше, чем фильм. И я поздравляю Русский театр с очередной премьерой. И я уверен, что зрители не будут разочарованы. Пока зрители заполняют залы, предвкушают долгожданную премьеру. За кулисами кипят нешуточные страсти. Последние минуты перед выходом на сцену для актеров самые волнительные. Каждому актеру это свойственно, когда подходит день премьеры, мы там недели за две начинаем активизироваться, меньше едим, меньше спим, больше работаем. Так что, то есть, эта одержимость у нас тоже присутствует. Вы знаете, даже если не полный зал, то ответственность не снимается. Все равно работаем на все 100%. Так что, ну, по крайней мере, стараемся. И вот атмосфера коммунальной жизни во всей ее прелести. На сцене вновь оживает история об инженере-изобретателе Тимофееве, создавшем машину времени, которая удивительным образом открывает двери во времена Ивана Грозного. Ожидания зрителя оправдались на все 100. Каждый смог по-новому взглянуть на историю. В зрительном зале аншлаг. Билеты распродали задолго до премьеры. Первый показ прошел с большим успехом.